Школа-интернат на 240 мест города Назрань является одной из 16 включенных в этом году в программу капитального ремонта образовательных учреждений. Перед подрядчиком стоит задача сделать все качественно и успеть сдать объект в срок, а точнее к началу нового учебного года. Сейчас школа уже в заключительный этап идет. У нас мы какие-то мелочи уже дорабатываем, оставшиеся, но и планируем закончить в ближайшее время уже. Школа-интернат перетерпела значительные изменения. Новые стены, фасад, потолок и плитка придали ей современный вид. Кроме того, была проведена замена инженерных коммуникаций, что значительно повысит комфорт пребывания детей в учебных классах. Школа была не в лучшем состоянии, протекала крыша, стены были очень кривые, неровные, плохое водоснабжение, водоотведение. В достаточно плохом состоянии была, но силами наших специалистов проблемы были решены. Ранее школа, построенная в 1961 году, не подвергалась такому масштабному ремонту. Со временем она обветшала, и это негативно сказывалось на учебном процессе. Теперь преподавательский состав доволен преображением, отмечает, что в школе станет и находиться, и работать приятно. Детям же будет приятно находиться в новой красивой обстановке, видеть, заходить в светлые, красивые классы, благоустроенные. И, как вы видите, сами школьные холлы тоже намного и расширились, и стали светлее. Программа модернизации школьных систем образования является одной из приоритетных программ государственной политики в области образования. Ее целью является повышение качества образования и создание современных условий для учебного процесса. В прошлом году было отремонтировано 11 образовательных учреждений на территории республики. В этом году их 16. У нас на следующий год и на 2025 год заложено где-то, сколько я помню, где-то 18 объектов примерно заложено. 10 объектов на следующий год, 8 объектов на следующий год. Но если будет эта программа продолжаться и будет возможность еще включать в эту программу, иначе будем работать, оставшиеся объекты будем включать в программу и также ремонтировать все оставшиеся наши объекты. Кроме проведения ремонтных работ, программа предусматривает закупку нового оборудования и техники для школ. А это в разы увеличит возможность для детей черпать новые знания. Адам Гулоев, Султан Булгучев, Новости 24.